Энциклопедия карачаевской лошади, автор Муса Баташев. Обратите внимание на обложку этой энциклопедии. Во всех соцсетях выложили, что на фото лошадь карачаевской породы «Адмирал» 1957 года рождения от Арсенала и династии. Темно-гнедой жеребец «Адмирал» 1957 года рождения от Арсенала и династии. На всесоюзной выставке был признан эталоном верховой лошади горного типа. Его портрет украшает обложку книги «Лучшие лошади мира», выпущенной в Англии, как воплощение грации и благородства лошади. На фото карачаевец Аубекир Айбазов. Один из кабардинских аккаунтов выложил фото адмирала, и там же карачаевский аккаунт оставил комментарии, что это фото из книги «Лучшие жеребцы карачаевской породы». Смотрим книгу «Лучшие жеребцы карачаевской породы», страница 45. Темно-гнедой жеребец «Адмирал» 1957 года рождения от Арсенала и династии. Его портрет украшает обложку книги «Лучшие жеребцы мира», выпущенной в Англии. А теперь внимание! Государственная племенная книга лошадей кабардинской породы, том 4. Номер 452, «Адмирал 22», 1957 года рождения от Арсенала и династии. Сравните все данные и номера, что написано в ГПК кабардинской породы и в книге «Лучшие жеребцы карачаевской породы», страница 45. Дальше смотрим. Династия. В этой же книге ГПК кабардинской породы, том 4, смотрим фото адмирала 1957 года рождения. Кабардинский жеребец «Адмирал», рожденный в 1957 году от кабардинского жеребца Арсенала в Малокарачаевском конном заводе. Арсенал был рожден в Малкинском конном заводе в 1940 году, линия кабардинского жеребца Атласа. Арсенал был передан в 1949 году Малокарачаевскому конному заводу как производитель и возвращен обратно в 1958 году Малкинскому конному заводу. Кабардинский жеребец «Адмирал» 1957 года рождения от Арсенала и династии, линия Атлас. Арсенал кабардинский жеребец 1940 года рождения, от Арарата. Арарат кабардинский жеребец 1934 года рождения от Атласа и Магометанки. Атлас кабардинский жеребец 1922 года. Коневодство под редакцией профессора доктора сельскохозяйственных наук Красникова. Издательство «Колос», 1973 года выпуска, страница 244. Среди кабардинских лошадей выделяют животных восточного основного и густого внутрипородных типов. Лучшими в породе считаются линии Даусуза, Борея, Атласа, Зураба. Обратите внимание Даусуза. Некоторые с пеной у рта твердили, что Даусуз карачаевский жеребец. Теперь возвращаемся к автору книги «Энциклопедия карачаевской лошади» Мусе Баташеву. Смотрим пост на его аккаунт в Инстаграме. Цитирую: «Лошади их особенной породы, мелки, но крепки вроде вятских». Полковник генерального штаба Буцковский, 1812 год. Обратите внимание на ключевое слово «мелки». У них есть мелкая, но крепкая порода горских лошадей, известная под именем карачаевских. Русский ученый Семен Броневский, 1823 год. Опять же повторяется слово «мелкое». Муса Баташев: как вы можете объяснить, как эти мелкие лошади стали такими жеребцами? Вы же сами в своем аккаунте написали цитаты про карачаевских лошадей. Что они мелкие. А на обложке вашей книги кабардинский жеребец «Адмирал». А вам не стыдно обманывать народ?
Но это еще не все. Дальше в этой книге есть и черкесское седло, который чудесным образом превратился в Карачаево-Балкарское седло. Смотрите мой видеоролик. Черкесское седло как достояние черкесского адыгского народа. Данное черкесское седло находится в Национальном музее Чеченской Республики. Энциклопедия карачаевской лошади, автор Муса Батаашев. Смотрим, как черкесское седло превратился в Карачаево-Балкарское седло. Отдельный вопрос к Батаашеву, включившему черкесское седло в энциклопедию карачаевской лошади и назвавшим его Карачаево-Балкарским седлом. И это еще не все. Та же книга, страница 229, черкесское седло, опять подписали Карачаево-Балкарское седло и выложили в эту книгу. Начиная с обложки данной энциклопедии все ложь. Могу показать вам ваше седло, уважаемые наши соседи. Это седло находится в Санкт-Петербурге. Номер госкаталога 20 21 45 51. Данное седло, которое находится в Санкт-Петербурге, как раз для таких мелких и вьючных лошадей монголоидного вида, как у вас. Не отрекайтесь от своего наследия и не присваивайте чужое.